Доброе утро. Погода хорошая. Но она всегда здесь хорошая. Сейчас, короче, приму душ. И пойду гулять. Посмотрел пару музеев в этом. В Гугле. Пройдусь пешочком. В общем, нормально. Все, я вышел гулять. Опять этот шум. Я бы, конечно, лучше посидел бы. Туристов столько, офигеть, тут ходит. Одни туристы, кстати. Здесь тут цветочный рынок какой-то. Я думал, куда все цветы везут? Куда по трассе. Опа, Макдональдс. Может, в Макдональдсе посмотреть, что есть. А то мне рис тоже надоел немного. Посмотреть, что там по ценам вообще. Сейчас тут надо. Ну вот, взял стандартный набор овощей, картошки, мелкую эту херню. Все-таки дорого все равно. Но ладно. Раз в полгода можно, или сколько там, когда последний раз, по-моему, в Китае был, видео тоже снимал. Отдадим дань Макдональдсу. Я говорю, уже рассказывал в какой-то серии, еще из первых. Макдональдсу многому обязан. Много хороших встреч в Макдональдсе происходило, знакомств с людьми, поэтому можно. Да и рис чуть-чуть меня уже наелся. Так, ну вот первый музей. Музей военной техники здесь. Вот танк наш советский Т-54. (203-й бригады независимых войск типа. Но мне техника не интересна, я не дрочер на военную технику, ни на вообще на военную тему. Я миролюбивый парень, надо все решать по-другому. Война никогда ни к чему не приводит. Вот истребитель тут. Американский, который бомбардировал Вьетнам. А здесь сбитое что-то. Это сбитая американская техника, походу. Интересно. Ну ладно, пойдем внутрь, сейчас зайдем, посмотрим. Да нет, здесь еще не все. Здесь гаубицы. Да, это что отдельно?
Что это, Катюша, типа? Ага. А там внутри ничего нету, что ли? Сейчас посмотрю, вроде только на открытом воздухе эта техника. Или нет? Ну, в общем, там он закрытый был. Музей. Сейчас вот тут исторический музей рядом. Так. Вьетнамский исторический. Что здесь, где билеты продают? Это не поймешь, что. Посмотрим. Xin chào. How much ticket? 15,000 per one. 15? 15. 5. One price. Так. 15. 15, окей, 15 тысяч. Что-то я 50 сейчас. Опа. Ну вот, взял билет. Далее вот тут музей истории. А что он на английском языке мне дал? Melbourne, Australia. Melbourne. Yes, mate. That's English. А get me вот здесь, Russian. Thank you very much. Russian. Yeah. О, давайте мне на русском. Дал мне на английском. Правильно, учить надо английский, нехер. Ну, пойдемте. Билет, кстати, стоит 15 тысяч донг. Это примерно... Это, короче, 40 рублей. 40, 35, 40. Так, с чего начать-то тут? Куда ходить? Так, красивое здание. Сейчас зайдем внутрь и будем ориентироваться по экспонатам, по этой брошюрке. Ну, эта комната, короче, посвящена буддизму здесь. Статуэтки. Как всегда, люди пришли 130 тысяч лет назад из Африки и поселились, расселились. Где мой дом? А вот здесь мой дом. Чувашия родная. А я где сейчас? Вот здесь вот сейчас. Раз, два, 2,5 конверта. Короче, 2 локтя до дома. Скоро буду.
Как много и хорошо у них сохранилась керамика. 11, 12, 13 век. Обалдеть. У нас же ничего не найти. Очень мало. Тем более такой целый, это же они где-то лежали. Вроде не склеенные, все нормально. Вообще здорово. Они определенно должны где-то храниться, чтобы так остаться. Вот картина. 13 век. Битва с монголами на реке. Даветы же отразили агрессию монголов. Красавчики, что сказать. Да монголы, наверное, уже уставшие были, у них сил уже здесь не было что-то делать. Тем более на море, что им тут делать? Их стихи это степь, лесостепь. Что им тут в тропиках делать? Мне вот здесь плохо. Я хочу в степи, мне там получше. Получше себя чувствую. А лучше вообще леса наши, умеренных широт. А вот глобальная картина Монгольской империи. О, Баду. Значит, вот это Булгар захваченный был. Великая Болгария. Волжская Болгария. Наши предки чувашские. Предки чуваши. Да, монголы, конечно, нормально потрепали всех. Что было бы, если бы они бы не захватили бы такие территории бы? Не захватили, не ограбили. Какой бы сейчас мир интересный был бы. Может, осталась бы Великая Болгария. И разговаривали бы мы сейчас на чуварском, не на русском. Но вот история произошла так, как произошла. Тут украшения всякие золотые. Здесь уже другая эпоха, более современная. Уже в 15 веке тут пошли. Вот это мне больше интересно. Этнический состав Вьетнама, как раз кто живет. Вот тут группа вьетов, меонги, вьеты, меонги. Потом дальше идет уже кхмерская группа, тайская и так далее. Да, мне нравится, что вначале вот обозначена карта, кто где живет, какие лингвистические группы. Там малазийско-полинезийские, сино-тибетские, соответственно, на севере. И вот здесь уже экспонаты вот так рассредоточены. Вот это кхмерской группы экспонаты. Здесь кхмерская, здесь китайская языковая группа. Там вот малазийско-полинезийский языковая группа. Национальная одежда такая классная. Почему ее сейчас не носят? Было бы здорово, если бы все в ней ходили. Я бы ходил в чувашском костюме. Ездил.
здесь. И очень красиво выглядит. А сейчас мы носим все ширпотреб вот этот. Все как один. Неинтересно. Ну все, поход закончен по музею. Сейчас вот тут магазин. Интересно, что тут есть вообще. Я, конечно, ничего не коллекционирую из сувениров. Просто посмотреть. Блин, прикольная рубашечка, футболочка. Только она стоит, короче, 200 тысяч бат. Для нее, по-моему, это дорого. Да и вещи лучше здесь не покупать. Здесь дороговато все для туристов. Надо другие места искать. О. Ну, китайцы привалили толпой. Надо в туалет сходить. Ну все, закончилось здесь экскурсию. Пойду гулять дальше. Что это такое было? Что за драг-рейсинг у них здесь? Да, тут католическая церковь. Все, сейчас зашел пообедать. Нашел он местечко такое. Ну, до состояния задрыпанного оно еще не дошло, но лучше в таких питаться. Здесь дешевле будет. И просто здесь везде рестораны, кафе, где сидят иностранцы. Я их обхожу, вообще туда не захожу. Я боюсь белых что-то вообще. Привык к азиатам так уже, что шарахуюсь от белых. Ну, иду домой сейчас. Чуть-чуть осталось. Блин, мне нравится здесь Сайгон. Центр города такой интересный. Хотя я мало еще где был, то вообще нигде не был почти. Но все равно. Ох, все, пришел домой. Ой. Никто не заселился, отлично. Надеюсь, сегодня буду один также лежать. Вообще классно, выгодное вложение. Взял койко-место, а в итоге получается целая комната. Ну, дай бог, дай бог. Полежать сейчас. Вечерком, может, еще прогуляюсь. Хотя мне этого кипиша, этой суеты хватает по городу так шныряться. Мне бы полежать просто на кровати. Вы сами понимаете всю эту движуху. Ну, заселили сегодня. Вот, итальянцы пришли, они сейчас гулять пошли. Так что не один я сегодня буду спать. Ну и бог с ним. Итальянцы, парень с девушкой. Пара. А ну, я не курю.
Сейчас вышел, короче, погулять. Смотрю. Надо что-нибудь покушать, что-нибудь горяченького охота. Смотрю, заведения какие-то нормальные. Посмотрим, короче. Народу, блин, тут везде как этих. Все вылупаются только ночью. Потому что жарко днем. Все ночью гуляют. Как муравейник. У нас в России, наверное, никогда столько народу не бывает. Разве что в Москве на Красной площади. И то, наверное, сомневаюсь. Что поменьше. О, девочки. Оу. Иностранцев, как, я не знаю, больше вьетнамцев тут. Даже не знаю, где покушать. Вот здесь вот центр Ханоя, я вот так посмотрел цены, менюшки. Здесь раза в 2, в 3, в 2 точно дороже, а то и в 3, чем в провинции. Там кушать ту же лапшу, короче. Сейчас посмотрю здесь сколько стоит. Что здесь есть. Короче, взял бюджетный вариант за 12 тысяч. Булку хлеба с бульоном. Но в меню оно как-то больше выглядело. И там яйцо он плавает. Буду хлеб хавать, короче, так. Капец. Нормально, что. По-российски. Ням-ням. Вот, короче, кого я встретил. Помните, в Ханое француженку встретил и австралийца, ребят. I make movie, yeah. Капец, вот так встреча. Вот так встреча. Today we went to Cambodia, but we didn't get over the border. They wouldn't let us in. They let her in, but not me. To Cambodia? Today, they wouldn't let us in. Yeah. My passport is on. Yeah, I understand. It's a visa, yeah? Yeah, no, it's only, Vietnamese. it has less than 6 months left on it, my passport. It expires. Ну все, доброе утро. Сейчас собираюсь, приму душик и поеду. Итальянцы сегодня уже с утра уехали до рассвета рано утром. Я не успел ничего с ними снять. Накурили здесь марихуаны. Такой запах был с утра. Я как лежал. Ну, короче, они на реке уже почти. Без этого не могут. Такие наркопутешественники сицилийские. Накурили, я лежал в кровати. Ну, они перед уходом забили, видимо. Я лежу, меня как будто самого вштырило, короче. Вообще дают ребята просто. Нет бы где-нибудь по другом месте покурить. Все время уже 11:20. Сейчас приму душ, оденусь и поеду в веломагазин. Наконец-то, надеюсь, уже решу вопрос с колесом. Ну все. Спасибо этому месту. Поехали дальше. Ну вот, один не работает. Самый ближайший, куда приехал. Надо другой искать теперь. Сегодня, оказывается, вьетнамский Новый год. Вот я попал опять на праздники.
все закрыто. У меня еще колесо пробил, походу. Камеру спускает. Нормально, в общем, опять. Да, пробитие. На ободе поезжу немножко. Ну сегодня, наверное, все закрыто, я не вариант. У меня монтажек даже нет заклеить, я их потерял. А вот шоссейку тяжело снять без монтажек, она вообще сидит плотно. Все на ободе еду. Ну да, все закрыто. Вон магазин Specialized. Закрытый. Как я так просчитался, а? Новый год этот. Все, придется на ободе дальше ехать. Че? Пока. Все, я выехал из города. Еду уже по промзоне здесь. Всякие заводы, вон, Samsung, пластик всякое, разное. Все на ободе пока. Надо бы куда-нибудь заехать покушать, да нечего здесь. Ничего здесь нет. Ну, нашел веломагазин рабочий. Сейчас этот клеим камеру. Надеюсь, там одна дырка туда. Слава богу, что они работают. Ну все, я обвьетнамился почти. Жарко в этой херне ехать. Я так и думаю, возьму его, попробую. На скутере-то нормально, там дышать не надо интенсивно. А здесь жарко мне. Снимать надо. And 25,000 kilometers. I move little movie. I make me little movie, no problem. Very good. Правильно? Huh? Hello. Hello from Russia. Yeah. Вот так вот, едем знакомиться тут по дороге. Ну вот, нашел каучуконосный лес, как это дерево-то называется, которое
каучук получает. Сейчас поставлю здесь палатку. Хорошо здесь. Чашки такие. Сюда стекает все, видимо, в эти чашечки. Ну все, палатку поставил. Все, отдыхать, справлять Новый год вьетнамский. Фух, впереди у меня дорога до Нячанга. Это курортный город, типа Паттайя, короче, как в Таиланде Паттайя, так вот во Вьетнаме Нячанг, насколько я понимаю. До него еще километров 400. Вот. 400. Ну, дня за 4 буду, если все хорошо будет. Погода хорошая будет. Силы будут. То доеду. Так, комаров надо всех отловить сейчас. Тут, оба, засранцев много залетело. Что-то их вообще тут много очень. Уже большую часть отловил. Оба. Оба. Оп.